Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какой приговор вынес суд Илфаку Галиеву, обвиняемому в жестоком изнасиловании несовершеннолетней девочки. Покажем попытку кражи ящика с напитками из разгружаемой «Газели». Кто еще пострадал в этой истории? И как бывшая сотрудница психиатрической больницы без лечения делала больных людей здоровыми. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня Московский суд Казани вынес приговор 43-летнему Илфаку Галиеву, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней, покушении на изнасилование и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. Напомним, жителя Тукаевского района республики задержали в Казани в октябре минувшего года. Одна из пострадавших заявила, что он втолкнул ее в квартиру, когда девочка открывала дверь ключом, и изнасиловал. Чуть позже в полицию обратились еще две девушки. Государственное обвинение запросило для Илфака Галиева без малого 25 лет лишения свободы. Что решил суд, знает Станислав Яковлев. Очень раскаиваюсь. Все уже я всю жизнь себе испортил, девушке испортил, моим малолетним сыновей испортил, жену испортил. Эта съемка сделана на следующий день после задержания, когда протрезвел 43-летний Илфак Галиев, содеянным раскаялся и рассказал, как все было. Я водку пил с утра, позавчерашний день пил еще. В Казань приехал на сессию, был студентом одного из вузов. Жил в общежитии и много пил. Когда на выпивку кончились деньги, пошел за моментальным займом. Кредит ему одобрили и на обратном пути увидел девочку. Выследил ее, втолкнул в ее же квартиру и изнасиловал. А вы знали, что она несовершеннолетняя? Догадывались? Да, как у меня там уже башка не соображала, что-то у меня сорвало. К слову, он сам отец двоих малолетних детей, женат, с виду примерный семьянин. Оперативники задержали его около 10 часов вечера в одном из общежитий в Приволжском районе Казани. Свою вину задержанный ранее уже дважды судимый за угрозу убийством, хулиганством и покушением на изнасилование полностью признал. Также его опознала и потерпевшая. Пострадавшую девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу и сделали множество сложных операций, в том числе и по восстановлению поврежденных органов. В ходе следствия выяснилось, что она не единственная жертва Илфака Галиева. Одну девушку он пытался изнасиловать в подъезде, еще одной удалось вырваться и убежать. Государственное обвинение попросило назначить ему 24 года и 10 месяцев лишения свободы. Сегодня суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил Илфаку Галиеву наказание в виде 22 лет лишения свободы, 4 из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся 18 в колонии строгого режима. Кроме того, решением суда он обязан выплатить одной из потерпевших компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Станислав Яковлев, Айрат Назипов, Азат Смигулин. Вызов 112. Хотели помочь девушке, но стали свидетелями попытки кражи и пострадавшими одновременно. Все зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Вот водитель идет помочь девушке, у которой сломалась машина. В это время к «Газели», которую разгружали у магазина, подходит мужчина. Быстро хватает ящик с напитками и пытается уйти. Но грузчик не дает ему этого сделать. В результате коробка падает, содержимое разбивается. Неудачливый воришка хватает оставшуюся целую бутылку и убегает. Молодой человек в отчаянии делает то, что первое приходит в голову, чтобы остановить беглеца, но неудачно. Непогода стала причиной пожара в трамвае на улице Габишева сегодня днем. На конечной остановке в общественный транспорт ударила молния. Через считанные мгновения огонь полностью охватил салон. Люди успели покинуть горящий вагон. Айрат Назипов был на месте происшествия. Вспышка, грохот и пожар. Именно в такой последовательности описывают события многочисленные очевидцы. Во время грозы прямо в вагон ударила молния. Это было страшно, как будто рука Всевышнего. А вот он оказывается, что нет. Все было настолько неожиданно и быстро, что люди получили эмоциональный шок. Трамвай подъезжал к конечной остановке на улице Габишева. Остановился, когда в него ударила молния. В этот момент в салоне и началось возгорание. Я смотрю на потолок, прям вот так огонь и этот. И электричество идет. Я думаю, все. Приехал.
В момент возгорания пассажиров в салоне было мало. Они покинули горящий транспорт до того, как пламя полностью охватило трамвай. Потушить пламя сами не смогли. Однако кондуктор и водитель сделали все, что было в их силах. Водитель сразу же обесточил вагон, оттянул приемник, сняли тут же напряжение с контактной сети, эвакуировали оперативных пассажиров, вызвали пожарную бригаду. Буквально за 5 минут вагон пришел в такое состояние. Сейчас на месте работают дознаватели. Очевидно, что трамвай восстановлению не подлежит. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Момент падения с 8-го этажа 25-летнего мужчины в Нижнекамске зафиксировала камера видеонаблюдения. Молодой человек, предположительно, занимался ремонтом балкона, но потерял равновесие и упал. Остекление не смогло удержать человека, и он упал на газон вместе с электроинструментом. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Около набережных Челнов перевернулся автомобиль скорой помощи, который вез пациента из Заинска на диагностику в Челнинскую клинику. В момент аварии в карете скорой помощи, кроме водителя и пациента, был сопровождающий и медик. Пациент и сопровождающий получили ушибы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Медик и водитель от госпитализации отказались. Причины происшествия сейчас устанавливаются, но не исключено, что водитель мог находиться в нетрезвом состоянии. ВАЗ-2109 и «Опель Корса» столкнулись сегодня утром на улице Родина. Как рассказал водитель отечественного автомобиля, он спокойно ехал прямо, пока дорогу не перегородила автоледи за рулем немецкой иномарки. По его версии, девушка выехала с прилегающей территории. В результате ДТП никто не пострадал. Делала больных здоровыми фиктивно. Полицейские Казани задержали бывшую сотрудницу Республиканской клинической психиатрической больницы 56-летнюю Злату Зулкарнееву по подозрению в получении взяток. По версии оперативников Управления экономической безопасности экс-заведующая одного из отделений больницы за деньги оформляла ложные медицинские документы. Файруза Мазитова расскажет подробности. Как туда убрать, тоже вытаскивать. Это не карточка. 56-летнюю Злату Зулкарнееву оперативники застали на рабочем месте, где и задержали после проведения обыска. По версии следствия, 11 апреля женщина получила от одного из местных жителей 50 тысяч рублей за оформление второй группы инвалидности. Такую же сумму она получила от другой местной жительницы. За эти деньги она оформила и выдала справку об отсутствии заболевания у ее 33-летнего сына, состоящего на учете. Спустя месяц история повторилась. В начале мая подозреваемая получила от другой местной жительницы 50 тысяч рублей за оформление и выдачу справок ее сыну для поступления на работу и получения водительского удостоверения, отметив в документах отсутствие у мужчины психического расстройства, зная, что с 2005 года он наблюдается у врача-психиатра. Всего полицейские установили, что задержанная может быть причастна как минимум к 3 эпизодам получения взяток. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Она свою вину не признала. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 7 лет. Фариза Мазитова, Айрат Назипов, вызов 112. Решили украсть камеру видеонаблюдения, когда поняли, что она зафиксировала их хулиганство. В Нижнекамске быстро нашли подростков, решивших таким образом оставить все в тайне. То, что съемки с камеры хранятся на сервере, стало для них сюрпризом. Рамиль Шайдулин посмотрел видео и знает, что было после. Это видео – излюбленное развлечение детей у долгостроя в поселке Западный в Нижнекамске. Вот вооруженные дубинками подростки выбивают стекла охранной будки. Охранника там давно нет, теперь нет и окон. Фонари, вот, допустим, по этой улице, там полностью они все разбиты. В прошлый раз вот это дети, там даже девочки, не то что даже мальчики, девочки, они камнями в эти фонари, вот, мы их тогда разогнали, так они убежали, их же не догонишь, они в разные стороны разбегаются и все. И это... Они разбежались, так потом и ушли, они снова к этим же фонарям, то есть бесстрашные дети. Заметив на обратном пути, что на соседнем доме есть камера видеонаблюдения, ее решили похитить. Лиц не прятали, видимо, решили, что с камеры заберут и съемки. И не подумали, что все записи сохранились на компьютере. Найти их не составило большого труда. Писали мы ВКонтакте, отписались уже учителя, директор, что родители нашлись.
И нам, в принципе, ничего не надо. Там они спрашивали, что вам надо, возмещение какое. Нам главное, чтобы камеру обратно поставили. Хозяйка дома решила не подавать заявление в полицию, а лишь потребовала возместить ущерб. Но это совсем не гарантия того, что этими подростками не займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Рамиль Шайдуллин, Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.